Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И этот утренний эфир проведем для вас мы, Катерина Винокурова и Руслан Ачиров. 21 мая на календаре, день недели пятница, для многих последний рабочий день. Сегодня в нашей программе вы узнаете, какие дыхательные упражнения помогут восстановиться переболевшим ковид, чем удивили алепнинские мастерицы на конкурсе в Салехарде, и также узнаем, как обезопасить себя от клещей. Посмотрим лайфхаки из города Нерюнгри. В эти выходные театралов ожидает интересная музыкальная премьера «Калейдоскоп иллюзий». Поговорим о совместном проекте якутских и бурятских хореографов, а также узнаем, как готовятся якутские спортсмены к экстремальному заплыву. Ну а в конце нашей программы вас ждет сюрприз, необычное выступление в необычном месте. К нам в гости придет музыкальная группа «Звуга Райзен» и исполнит песню прямо на крыше нашей телекомпании. Поэтому не пропустите это уникальное выступление. Ну а также мы напоминаем, что работаем в прямом эфире, и для ваших поздравлений, пожеланий работает наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Ну и, конечно, по традиции мы начинаем наш выпуск с прогноза погоды. Итак, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 3-5 градусов тепла. В Заречной группе 1,7, в южных от минус 2 до 0 градусов, в Вилюйской группе минус 1 плюс 3, в Нижнеленских 2-3 градусов тепла. В западных от минус 2 до 0, в Колымы-Дигирской группе от минус 3 до плюс 5. В Янских минус 1 плюс 2 градуса, на северо-западе 3-4 градуса мороза. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 6 градусов тепла, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем преимущественно ожидается без осадков, ветер северный 3,8 метров в секунду, температура воздуха днем составит 13-15 градусов тепла. Совсем скоро уже наступит долгожданное лето, многие планируют отпуск, а в Ростуризме спрогнозировали снижение цен на авиабилеты на южные курорты Российской Федерации. В студии наш новостной обозреватель Василий Раченко. Василий, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Куда в этом сезоне можно будет съездить и отдохнуть со скидкой? По большей части речь идет о таких направлениях, как Геленджик, Минеральные воды, Симферополь, Анапа и Адлер, то есть курорты Краснодарского края. Но не исключается, что цена перелета на менее популярные российские курорты может повыситься. Все будет зависеть от количества рейсов, которые организуют авиакомпании. Ну а теперь к главным событиям. Аэропорт Среднеколымска закрыт в связи с подтоплением паводковыми водами взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в Госком ОБЖ региона. По информации, на 20 часов вечера по местному времени на реке Колыме вследствие затора у райцентра уровень воды составил 12 метров 9 сантиметров при критической отметке в 12 метров ровно. Частично затоплена взлетно-посадочная полоса. Аэропорт Среднеколымска закрыт, говорится в сообщении. По информации Минтранса Якутии, стыковочные рейсы будут организованы через аэропорт поселка Белая гора. На месте работает опергруппа комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Проведены взрывные работы, в результате которых образовался раскол льда. Отмечается, что затопление жилых домов не зафиксировано. В городе идет укрепление дамбы Воинская. Развернут первый пункт временного размещения. Спасатели и огнеборцы рейдируют Татинский район. На днях туда прибыл самолет Ан-2 для контроля над лесными пожарами. Ранее был зарегистрирован один пожар в зоне населенного пункта Чичимах и один в авиационной зоне в Усть-Тате. Самолет к нам прибыл для обслуживания нашей территории, осмотра территории на случай возникновения пожаров и обслуживания. Да? Ну, там, может быть, переброски будут какие, допустим, на другое отделение. Такое тоже бывает. Раньше я летал, а потом перешел на наземную, да, службу. Сейчас у нас лейтенант будет Тимир работать. Я думаю, что все нормально будет.
С сегодняшнего дня в Якутии начнут работу мобильные камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД. Их установили в рамках федерального проекта «Безопасной и качественной автомобильной дороги». В настоящее время в регионе эксплуатируется 152 комплекса автоматической фиксации, которые фиксируют превышение скорости, нарушение правил остановки и стоянки, проезда на запрещающий сигнал светофора. Сейчас ведется проработка технических решений по фиксации и других видов нарушений ПДД. Якутские коневоды Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев, которые планировали верхом добраться до городов Европы, теперь отправятся в конное путешествие до Москвы. Этот путь они посвятят столетию якутской автономии. Согласно расчетам, сделанным вместе с Русским географическим обществом, путь займет около 2 лет. Однако путники рассчитывают приехать в столицу к лету следующего года. Путешествие верхом протяженностью 15 тысяч километров – испытание не только для человека, но и экстремальные условия для якутских лошадей. Намерение и вообще тот замысел всех аймяконских, жителей Аймяконского района доказать силу, мощь якутской лошади, не только лошадей, но и людей якутского народа. Это много стоит. Я надеюсь, что все пройдет нормально, и мы будем следить за их продвижением. К этой минуте все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Даже те, кто переболел коронавирусом в легкой форме, говорят, что это заболевание не из тех, что как рукой снимает. Да? Даже после выздоровления остается слабость, одышка и остаточный кашель. Да, и без дыхательной гимнастики здесь не обойтись. Минздрав рекомендует заниматься не менее 3-4 раз в неделю, ну а лучше, конечно, каждый день. Начинать с 10-15 минут, постепенно увеличивая нагрузку. Доброе утро! Сегодня я вам покажу дыхательные упражнения, рекомендованные для людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Итак, первое упражнение по Стрельниковой. Исходное положение вот в таком положении. И упражнение называется ладошки. Сжимаем 8 раз. Во время сжимания делаем вдох носом, выдох свободный. Итак, поехали. И вдох. 8 раз, повтор 4 раза. Следующее упражнение. Ладони в таком вот положении и называется «Обними плечи». То есть 8 раз вдох и поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Хорошо. Следующее упражнение – погончики. Исходное положение в таком положении. И руки идут вниз. Ладошки раскрываются. Поехали. И вдох. Восемь раз. Повтор 4 раза. Следующее упражнение. Вниз. Опускаем плечи. Насос называется. И раз. Также 4 раза подхода. Следующее упражнение – кошечка. То есть исходное положение руки в таком положении. И вдох, вдох. Поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Эти упражнения повышают уровень кислорода в организме, также повышает иммунитет, кровообращение и обмен веществ. Рекомендовано ежедневное занятие этими упражнениями в течение 3 месяцев. Для профилактики достаточно 2 недель до месяца. Будьте здоровы, до свидания. Ну что, друзья, будьте здоровы, берегите себя. Но мы двигаемся далее. Удон с курицей и овощами с соусом терияки на завтрак, почему бы и нет. Если вы любите плотненько позавтракать, предлагаем вам рецепт популярного блюда японской кухни, как в ресторане. Сегодня мы приготовим такой плотненький завтрак в японском стиле. Называется удон с курицей с овощами в соусе терияки. Так, для этого нам понадобится курица, грамм 50, удон, лапша вареная уже 150 грамм и соус терияки. Ну и, конечно же, наши овощи. Берем овощи. В нашем случае это будет
болгарский перец и морковь. Все режем тоненько, соломочкой. По желанию вы можете добавить туда яичко, можете добавить морепродукты. В нашем случае это будет курица. После того, как нарезали овощи, разогреваем нашу сковородку. Закончили жарить овощи, кидаем туда курицу. Как это все дело у нас пожарилось, добавляем лапшу удон японскую и японский соус терияки. Все это перемешиваем. Улаживаем все в тарелку. Украшаем. По желанию можем украсить огурцом. Огурчика. Помидоры черри. Посыпем это все зеленушкой. И все. Наш завтрак в японском стиле готов. Приятного аппетита! Доброе утро, приятного аппетита. Самое время заварить чашечку чая, ведь сегодня у этого любимого и традиционного у многих напитка праздник. Сегодня Международный день чая. Поздравляем всех любителей напитка. Кого и с чем еще сегодня поздравлять, давайте мы заглянем в наш телекалендарь с датами и событиями этой пятницы. 21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Это праздник ООН. Сегодня День полярника в России и День Тихоокеанского флота ВМФ России, а также День военного переводчика в нашей стране и День инвентаризатора или День работника БТИ. По народному календарю, если сегодня дождливый день, это к урожаю грибов. Увидеть радугу утром к дождю, а увидеть радугу вечером к погожему дню. 21 мая 1502 года испанский мореплаватель Жуан де Нава открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике. В 1904 году в этот день в Париже основана Международная федерация футбола ФИФА. 21 мая 1937 года начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1». 21 мая 1265 года родился Данте Алигьери, итальянский поэт и мыслитель, создатель итальянского литературного языка. В 1921 году в этот день появился на свет Андрей Сахаров, советский физик, академик, политический деятель, правозащитник, нобелевский лауреат. 21 мая 1934 года родился Глеб Панфилов, советский и российский режиссер, сценарист, народный артист РСФСР. В 1949 году в этот день появилась на свет Любовь Полищук, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. 21 мая 1955 года родился Сергей Шойгу, российский государственный и военный деятель, генерал армии, герой России, нынешний министр обороны страны. В Якутии сегодня празднуют 125 лет со дня рождения Николая Субрусского, одного из активных участников гражданской войны и борьбы за установление и упрочнение советской власти в Якутии. Именины в этот день празднуют Адриан, Арсений, Иван, Никифор и Пимен. Сегодня в России отмечается День полярника. Праздник установлен в честь открытия 21 мая 1931 года первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1». К полярникам можно отнести специалистов, которые провели в Арктике и Антарктике многие годы, а также жителей районов Крайнего Севера, геологов, океанологов, военнослужащих и газо- и нефтедобытчиков. Эксперты полагают, что учреждение этой праздничной даты позволит повысить престижность работы в Арктике и Антарктике, а также привлечет к работе в полярных районах высококвалифицированные кадры.
Но для нашего гостя эта дата имеет особое значение. Именно в этот день спортсмены-экстремалы посвящают традиционный заплыв. Об этом и о многом другом мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии Григорий Прокопчук, спортсмен-экстремал. Доброе утро. Доброе утро, Григорий. День полярника в Якутии традиционно отмечают экстремальным заплывом в холодной воде. Расскажите, как зародилась эта традиция и как будет заплыв проходить в этом году? Ну, эта традиция зародилась в 2017 году. Владимир Михайлович Челенов, наш организатор, он говорит, собери, как говорится, спортсменов, желающих. И этот путь у нас очень был такой тяжелый, потому что это только было развитие, так сказать, экстремального вида спорта. Начал он с 2013 года, как вы знаете, Берингов пролив, был эстафетный заплыв, и он стартовал с республики. И вот уже к этому времени у нас группа спортсменов подобралась, и мы начали выступать. И фактически уже 5-й год. Единственное, что в прошлом году мы не проводили из-за пандемии, а так ежегодно мы проводим этот заплыв, но он будет 26 получается, мая в 12 часов, поэтому всех желающих и посмотреть, и поучаствовать просим на 202 микрорайон. Скажите, а когда вы начали заниматься экстремальными видами спорта и чем нравится вам этот необычный вид спорта? Ну, все начиналось, скажем как, с детства, с вольной борьбы. Потом я обливался холодной водой, когда уже работал энергетиком. А в свободное время ходил в бассейн к Юрию Ивановичу Усову. И получилось так, что я уже говорил, в 2013 году, так сказать, сюда приехали спортсмены, экстремалы с 17 стран мира. И Берингов пролив, этот эстафетный заплыв, он начал уже, так сказать, от нас стартовал. И наши 4 спортсмена, Семен Алексеев, Кузьмин Андрей, Афанасий Дичковский и я, мы участвовали в этом, получается, заплыве. И в процессе уже это меня увлекло, и я уже потом участвовал на международных соревнованиях, был на чемпионате мира в Финляндии, занял призовое место, потом в Мурманске был тоже чемпионат мира. И так, как говорится, по этапу, так сказать, познакомился с ребятами, с экстремалами, и мы уже это дело захватило. А в этом году этот, так сказать, заплыв 2013 года, он был оформлен в книге рекордов Гиннесса, о чем пришел официальный, получается, сертификат. Ух ты, Да. И наши 4 спортсмена, они, получается... Так. Давайте покажем, наверное, на камеру. 4 спортсмена? 4 спортсмена из Якутии получили этот сертификат книги рекордов Гиннесса. Ну а так, конечно, это я хотел бы сказать, что все-таки этот спорт, он более, так сказать, как я считаю, что надо использовать его как физкультура для повышения иммунитета, для, так сказать, как говорится, чтобы соблюдать здоровый образ жизни и, так сказать, чувствовать себя в обществе динамичным, так сказать, уверенным и здоровым. Григорий, расскажите, как подготовить свой организм к моржеванию, что бы вы посоветовали начинающим спортсменам? Ну, начинающим спортсменам, конечно, хотелось бы, так сказать, что все надо делать постепенно. Не надо делать резких движений, все это дело... Сразу бросаться в воду. Конечно. Все начинается с дома, так сказать, с обливанием, под душем. Потом можно постепенно воду, так сказать, понижать температуру и так далее. Ну а так, фактически, сейчас температура, еще льды у нас на 202 микрорайоне. И вода в районе 0 градусов. Поэтому, так сказать, температура экстремальная. Ну, дистанции будут 50, 70 и 120 метров. Поэтому... достаточно просто закаляться? Достаточно закаляться непросто. У нас еще есть эта организация общественная «Моржи Саха». Они, так сказать, тренируются у нас на 202 микрорайоне. Ну а так, конечно, это надо в комплексе заниматься. И желательно, чтобы и плавание было развито, и моржевание. А сколько человек состоит в вашем сообществе?
Ну, вы знаете, у нас общественная организация, мы не подсчитываем, сколько придет, вот. А так, конечно, просто поддерживаем отношения, поэтому я, так сказать, прям по численности. Но это люди разных возрастов? Это Дети люди разных занимаются? возрастов. Да, да. Просто я хотел сказать, что у нас еще это все в процессе происходит, потому что вот я, когда начал заниматься этим более серьезно, мы были в Красноярске, были в других, Тюмени, Мурманске. Там, допустим, в Красноярске 6 клубов, к примеру, представляете себе, 6 клубов. Вот. У нас же, конечно, так как говорится, это все только начинается. Ну, а наши моржи все-таки выносливее других, как думаете? Вы знаете, моржи у нас, может быть, и выносливые, но подготовка пловцов у нас, конечно, это немножко страдает. Вот. А в этом случае, конечно, тут надо в комплексе это учитывать. Можете поподробнее рассказать о заплыве, который состоится 26 мая? Какие будут дистанции? Что ждет участников? Ну, мы планировали сегодня провести, но так как был сейчас ледяной затор, вот, поэтому мы ждем с нетерпением, когда же льды уйдут. Ну вот 26-го в 12 часов, я уже говорил, дистанции 50, 70 и 120. Все будет поддержано, так сказать, Губинским округом, МЧС, ГИМС и, так сказать, ну и общественные организации «Моржи Саха» и, конечно, торгово-промышленной палатой, вот, и, так сказать, полярниками. Все это, так сказать, организовано, и я думаю, что, как обычно, все пройдет на дружественном, спортивном, так сказать, это в спортивном духе. Есть еще какие-то планы, допустим, может быть, еще раз попасть в книгу рекордов Гиннесса? Дальнейшие планы ваши? Ну, вы знаете, дальнейших планов я пока не строю, потому что, так сказать, сейчас ситуация немножко как-то усложнилась в связи с переездами, так сказать, то, что у нас сейчас все-таки еще это происходит, это пандемия, многие границы закрыты. Ну, а так мы просто тренируемся, готовимся, а уже если будут какие-то интересные проекты, то, конечно, мы готовы участвовать. Что ж, Григорий, благодарим вас за участие в нашем эфире. Дальнейших вам успехов. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Ну и, друзья, конечно, приглашаем 26 мая в 12 часов на 202 микрорайон посмотреть на это интересное соревнование. Ну а с потеплением сейчас многие выезжают на природу, но не следует пренебрегать своей безопасностью и здоровьем. Ведь в летний сезон увеличивается число пострадавших от клещей. Как обезопасить себя и какие лайфхаки помогут надежно защититься от насекомых, смотрите в материале нашего коллеги Сергея Козюры. Одеваться, конечно, в первую очередь хорошо надо. То есть у нас, смотрите, видите, специальная вот одежда, да, она вроде легкая, заправлено все внутрь сюда и сверху еще, да. То есть здесь они, клещи, будут соскальзывать, они не будут цепляться здесь. Ну, перчатки, капюшон, это не лишнее никогда не будет. Есть, конечно, антиклещевые вот эти спреи. Ну, все-таки бывают, конечно, такие варианты, что все-таки клещ упал, укусил. Что нужно делать? Во-первых, не паниковать. Не все клещи одинаково опасны. Он может быть безопасный. Просто это выглядит немножко ужасно. Там набухает все. Не надо его пытаться вытащить. Не надо его пытаться расковырять, расчесать. Не надо мазать его керосином, маслом. Это бесполезно. Есть варианты, там, что пока со шприцов вытягивают, тоже, ну, как бы уже лайфхаки вот эти все попробованы, не работают. Единственный вариант сработался, это вот берешь нитку. У нас у всех есть аптечка, в принципе, могу показать, как это делается. Берешь нитку, просто петельку, завязываешь. Это надо делать вдвоем желательно. То есть торчащую вот эту жопку завязал, петельку завязал и крутишь по часовой стрелочке. И он просто выкручивается. И немножко тянешь, выкрутишься. Я уже так делал, в принципе, и товарищу делал, и собаке. Весна так красиво, да, и даже как-то не хочется думать о клещах. Это время пробуждения природы, цветения и ароматов. Каждой точке страны и планеты свойственны свои уникальные природные цветения. Так, ближе к маю горы Алтая полностью окрашиваются лилово-розовым.
Это цветет рододендрон лидебура, который чаще называют моральником или багульником. Хотя к настоящему багульнику он никакого отношения не имеет. У местных есть такая примета. Зацвел моральник, весна окончательно пришла на Алтай. Правда красиво, да? Да, действительно. Уже прям хочется, чтобы лето быстрее наступило. Переходим мы к нашей традиционной рубрике «Якутия. 20 лет в 21 веке». Напомню, что в ней мы вспоминаем, какой путь прошла республика за 20 лет в новом тысячелетии, каких успехов добилась за это время. На этой неделе тема рубрики «Социальная поддержка и забота о людях». Сегодня вас ждут интересные факты о замечательном человеке, социальном работнике Фёкле Михайловне Кычкиной. Вся жизнь в заботе о людях. Фёкла Михайловна Кычкина уже 28 лет работает сиделкой, ухаживает за тяжело больными лежачими пациентами. Каждый день она приходит домой к своим подопечным и помогает умываться, переодеваться, готовить еду, делает уборку, стирает одежду, постельное белье, приносит продукты и лекарства. Это трудная работа, требует терпения, тактичности и милосердия. Кроме ухода больным, нужно человеческое внимание, поговорить, проявить заботу, обнять, посмеяться вместе. Фёкла Михайловна говорит, некоторые подопечные становятся очень близкими, почти родственниками. Поэтому и заботится о них, как о родных. Водит в клиники на обследование и добивается установки пандусов к подъездам. Фёкла Кычкина с удовольствием делится опытом с молодыми коллегами, выступает на семинарах, передает навыки студентам школы молодого соцработника. Дважды ее признавали лучшим социальным работником Якутска. Один раз она победила в конкурсе «Лучший соцработник Якутии». В этом году Фёкле Кычкиной исполнилось 60 лет. Мы желаем Фёкле Михайловне крепкого здоровья, счастья, энергии и, конечно, успехов в труде. Такие люди – гордость нашей республики. Ну а далее мы прервемся ненадолго. Оставайтесь с нами, все самое интересное впереди. Доброе утро, мы продолжаем и подключаемся сейчас к крыше нашей телекомпании, где прямо сейчас группа Звугарайзен, да, готовится к выступлению. Мы готовим для вас небольшой сюрприз, напомню. Да. Сегодня эта группа сыграет свою новую песню, которую она написала в 2020 году. Песня называется «Город родной», и сегодня они представят ее вам в нашем эфире. Но группа Звугарайзен играет свою авторскую музыку и перепевает популярные хиты. Группа основана в мае 2018 года. Вот сейчас мы видим, как настраиваются музыканты. Да. Ну, погода такая, вроде не слишком холодно, да, для Якутска. Да, и светит яркое солнце. Я думаю, сегодня мы, конечно же, услышим эту группу. Кстати, мы, наверное, сегодня даже успеем подняться к ним во время прямого Я думаю, эфира. да. Так, Екатерина Поскочина. Да, это художественный руководитель, вокал, Максим Поскочин, ударный, Семен Марков, гитара, вокал, Павел Назаров, бас-гитара, Ренат Максутов, звукорежиссер, аранжировщик. Вот,
Вот сейчас вы видите, как готовится барабанщик Максим Поскочин. Ребят, не мерзните там. Совсем скоро ждем горячее выступление, согреем сердца наших телезрителей. Да, ну а нас в студии вновь новостной обозреватель Василий Радченко, который подготовил для нас новости. 5 прибрежных районов очистят от металлолома. Этим займется проектный офис, созданный в Якутии для ликвидации объектов накопленного экологического ущерба на арктических территориях. Работы проведут в Анабарском, Булунском, Устьянском, Алайховском и Нижнеколымском районах. По данным Минэкологии Якутии, на этих территориях находится более 4,5 миллионов тонн металлолома. В работе заинтересованы сразу несколько частных компаний, таких как «Магма» и «Ресурс ЧМ». Региональную экологическую акцию «Природа и мы» проводят в Нерюнгринском районе. Центральными мероприятиями станут эко-субботники с участием трудовых коллективов. Кроме этого, с мая по сентябрь во всех поселениях должны благоустроить и привести в порядок придомовые территории, высадить цветы и саженцы. Намечен сбор отработанных батареек и пластиковых отходов. Большое количество мероприятий запланировано по развитию экологического движения среди школьников и дошкольников. Между тем, акция «Вода России» поможет убрать мусор на прилегающих территориях водных объектов. В рамках акции проводятся мероприятия по экологическому образованию и просвещению, а также мероприятия по очистке и озеленению территорий. Наиболее известными всероссийскими акциями стали «Посади дерево», «Сад памяти», «Вода России», «Экология начинается со двора». Мы призываем всех руководителей предприятий, организаций, управляющих компаний, жителей города Нерюнгри и Нерюнгринского района присоединиться к данной акции и провести субботники по уборке мусора и посадке деревьев на своих территориях. Безработные якутяне могут устроиться на оплачиваемые общественные работы. Как рассказали в региональном Госкомзанятости, это благоустройство и озеленение территорий, оказание социальной помощи ветеранам, ремонтно-строительные работы, очистка снега и овощеводство. Средняя продолжительность – 1 месяц, возраст от 16 лет. Сообщается, что работники получат зарплату не ниже МРОТ, а также материальную помощь порядка 7,5 тысяч рублей. Со следующего года ЕГЭ начнут сдавать все выпускники школ, а не только те, кто хочет поступать в вузы. Уверенность в этом высказал руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он заявил, с наибольшей вероятностью можно сказать, что добровольная сдача рассчитана только на этот год, а на следующий надо будет сдавать обязательно и русский язык, и математику базового или же профильного уровней для того, чтобы получить аттестат. Развить координацию движений, выносливость и укрепить мышцы смогут маленькие жители Удачного. В городе открылась группа по плаванию для детей от 2 до 5 лет. Занятия проводят в бассейне «Русалочка» в Малой Ванне 4 раза в неделю. На выбор 3 вида услуг. Это индивидуальные занятия с тренером и одним из родителей, тренер и только ребенок и групповые занятия. Каждому ребенку подход нужно найти индивидуально, с кем-то поиграть, у кого-то попросить родителей выйти, чтобы он на них не отвлекался. То есть со всеми нужно найти какую-то изюминку, которая будет работать. Сегодня мы с помощью игрушек на все отвлеклись, ну и в игровой манере прошло занятие хорошо. На этом пока все. Хорошего вам дня. Спасибо, Василий. Ко Дню защиты детей наш телеканал объявляет конкурс рисунка телеканал Якутия-24 глазами детей. Нам очень интересно, каким вы видите наш канал, а также работу ведущих, операторов, режиссеров и всех тех, кто создает картинку на телеэкране. Конкурс будет проводиться по 3 возрастным группам с 4 до 8 лет, с 9 до 12 и с 13 до 15 лет. Итоги награждения состоятся 1 июня в День защиты детей в прямом эфире «Утро Якутии». Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа форматом А4 в любой технике. Это может быть акварель, гуашь, тушь, карандаш, пастель
или цифровой рисунок. Работы принимаются в электронном виде по адресу nvk-news@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков» до 18 часов 30 мая с указанием данных об авторе, образовательном учреждении и места жительства. Лучшие работы, напомним, будут показаны в межпрограммном пространстве телеканала 1 июня. А авторы 3 лучших работ, которые выберет жюри, будут награждены призами и грамотами. На большие экраны вышла одна из долгожданных картин 2021 года криминальный боевик «Форсаж 9». Кажется, когда первая часть вышла, я еще в школу ходил. Ага. Ну, если вы не поклонники Вин Дизеля, хотя я не понимаю, как можно быть не поклонником Вина Дизеля, обязательно найдется что-то по вкусу и вам. Ознакомим вас с репертуаром кинотеатров Якутии. А теперь у нас летающие тачки. Кто? Приближается летний сезон блокбастеров, и одной из первых ласточек станет премьера очередной, уже 9-й по счету, части франшизы «Форсаж». С момента предыдущей 8-й части прошло уже 4 года, и команда отчаянных гонщиков вновь готова к борьбе со злом. На этот раз дело им предстоит очень сложное, ведь главным антагонистом выступает никто иной, как брат Доминика Торетто Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи и предали забвень. И вот Джейкоб вернулся, чтобы захватить власть в мире, а заодно и отомстить предавшей его родне. И одной из главных его целей становится Доминик. Хорошо знакомая нам команда вновь воссоединится во главе с Домиником Торетто, а это значит, что нас ждут сумасшедшие гонки, безумные перестрелки, мощные взрывы и десятки покореженных автомобилей. Одним словом, все то, за что мы любим франшизу «Форсаж». Кроме того, нас ждет встреча с отличной актерской командой, в которую вошли Вин Дизель, Джон Сина, Лудакрис, Мишель Родригес, Хелен Миррен, Шарлиз Терон и многие-многие другие. Давно не виделись, Доминик. Братик. Непокорный мальчик. Тише, тише. Смотри, кто здесь. В 2002 году компания DreamWorks выпустила мультфильм «Спирит. Душа прерий», ставший настоящим хитом. В 2017 на площадке Netflix вышел сериал о приключениях гордого и свободного мустанга. А сегодня на большой экран выходит полнометражный сиквел «Спирит. Непокорный». В центре сюжета Лаки Прескотт. Юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора отправляет ее жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки, вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится со Спиритом, диким мустангом, таким же упорным и независимым, как и она сама. После того, как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в сопровождении новых друзей отправляется в опасное путешествие, чтобы его спасти. Слушай свое сердце, моя фортуна. Интеграция исконного творчества в современный ритм жизни – такова была цель выставки в Салехарде. Там собирались представители разных народов. Достойно представили свои работы группа Алекмичан. Подробности в материале Елены Фаст. Работы мастериц, отдаленных на слегов Алекминского района, завораживают. Бисеринка к бисеринке складываются в узоры, которые передают информацию о самой бытности эвенкийского народа. Мастерица из села Киндигирь Мария Федотовна Антонова давно занимается творчеством. Не так давно ее работы были представлены в Салехарде на межрегиональной выставке традиционного шитья и современного дизайна «Этно-фэшн». Я, как руководитель группы, принимала участие на круглом столе с докладом сохранения традиции шитья женского нагрудного венкийского украшения в современном семье. Анжелика Николаевна и Марина Федотовна, они, значит, принимали участие на дефиле по традиционной культуре и по стилизованной. Свои работы на выставке представила и мастерица из тяньского наслега. У меня в основном работы шитья из меха, робдуги и из лапок, из камусов, эти сумочки, аксессуары из камусов оленей.
Надо сказать, что несмотря на большое количество работ, работы алёкминских мастериц привлекли внимание своим исполнением. Председателем жюри была варшавская Любовь Егоровна. Она мастер международного и российского мастер. Значит, она у нас в основном по традиционному шитью, да, из меха. Это мех соболь, беличья, вот детская шуба, одежда полностью. Но она, конечно, девчонкам, да, посоветовала, вот как это все еще ярче, краше сделать, чтобы вот эту всю традицию одежды венкийской сохранить и чтобы передать подрастающим поколениям. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. В эти выходные Государственный театр оперы и балета готов представить зрителям премьеру – музыкальную драму «Калейдоскоп иллюзий». Создатели спектакля интригуют обращением к современной форме, к современной теме жизни в соцсетях и в Инстаграме. О чем же на самом деле спектакль, его особенностях, исполнителях и ожиданиях от премьеры мы поговорим сегодня с нашим гостем, хореографом балета Евгения Панфилова, города Пермь, Алексеем Расторгуевым. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Скажите, сегодня состоится первый показ музыкальной драмы. Вам самому понравился результат совместной работы с вашей коллегой Гульжан Туткибаевой? Она, кстати, у нас недавно была гостья. гостева. Да, буквально недавно. Ну, знаете, это очень интересная работа. Во-первых, мне очень приятно и очень ценно осознавать то, что Якутия меня пригласила в качестве хореографа. Очень интересный факт, что 15 лет назад я на этой сцене выступал как артист, как танцовщик. А сегодня я здесь хореограф, это очень приятно. И с Гульжаной Самбековной мы тоже успели поработать внахлёст в течение 2 дней. Я подхватил эту эстафетную палочку. Она поставила свои части, уехала к себе домой, и затем я принялся за свою работу. И это очень интересно. И знаете, мне бы хотелось сказать о том, что именно то, что хореографическую часть спектакля делали 2 хореографа, спектакль получился очень разнообразный по лексике, это очень интересно. Потому что та хореография, предложенная Гульжаной Самбековной, она совершенно своеобразна, и моя тоже, мы отличаемся, и спектакль многогранен в связи с этим. Еще учитывая то, что это опера, а эти 2 вида искусства, идущие параллельно, и они настолько самостоятельны сами по себе, а здесь этот синтез, и поэтому, мне кажется, зрителю будет очень интересно понаблюдать за этим. Да, и как они, по-вашему, ужились на одной сцене? Ну, это интересно. И вы знаете, они настолько дополняют друг друга на самом деле. И сложно даже здесь сказать, кто ведет партию. Это очень интересная история. Такой некий симбиоз, да, получается? Да. А скажите, а вот насколько важна хореографическая составляющая именно для этой постановки? Но вот в этом и есть весь интерес, потому что актриса, которая ведет оперу, которая рассказывает о своих мыслях и на каких-то своих желаниях, она настолько, вот при помощи балетной труппы, настолько это вспомогательный элемент, объясняющий. И ведь мы слышим историю, а здесь мы ее еще и видим. И это довольно вкусно. Ну, вы вплотную поработали с нашей якутской труппой. Как вы оцениваете их профессиональные возможности? Их потенциал? Ну, ребята действительно профессионалы своего дела. И я человек танцующий, и мы друг друга очень хорошо и быстро поняли. И мне понравилось, во-первых, отношения. Всегда очень важно видеть отношения человека. Его можно заставить что-то делать, а когда он делает это от своего желания, то проще и хореографу, и нам проще общаться. И вы знаете, мне кажется, что для любого театра премьера, которая поставлена, работается в конце сезона, это очень важно с моральной точки зрения, потому что люди уже устали за сезон, а здесь некий такой стимул того, что в конце делается работа, и поэтому те, кто принимает участие в этой постановке, они вдохновлены этим очень, находятся на хорошем таком крыле.
Скажите, а почему был сделан упор именно на соцсети, Инстаграм? Ну, знаете, наверное, может быть, это какая-то дань моде, хотя мне не хочется говорить о дани моде, потому что там гораздо, все глубже. Это то, как человек понимает себя, то, что он ищет, то, что он хочет найти, какой-то смысл своего существования. А соцсети и вот этот глянцевый блестящий экран – это всего лишь обертка. А чего вы, как один из создателей спектакля, ждете именно от премьеры спектакля? И есть ли желание продолжить сотрудничество с якутскими коллегами? Ну, что я жду от премьеры, и я думаю, каждый из нас этого ждет, тот, кто принимал участие в создании спектакля, это непосредственно зрителя. Потому что мы очень долго не работали на живого зрителя, не видели вот этих глаз, которые смотрят, и людей, которые понимают. И по секрету скажу, что вчера была сдача, и присутствовали также артисты театра, которые не вошли в эту постановку. И я в числе них же сидел и наблюдал, и это очень волнительно, и это очень интересно, это давно не было. Сдача это генеральный прогон? Да, прогон, это генеральный прогон, внутренний такой, да, для того, чтобы посмотреть, все ли готово, все ли на месте. И это волнительно, этого не хватает. Артисты, мы служим зрителю, и он нам необходим. Вот. А что по поводу дальнейшего сотрудничества, я очень надеюсь, что своей работой здесь я доказал, что я имею место быть в качестве хореографа, и я буду ждать приглашения, с удовольствием приеду. Ну, вы смотрели постановки наши, якутские, какие-то, может, могли бы отметить? Ну, вы знаете, я только приехал, я сразу же окунулся в «Кармен», в вашу постановку. Затем я посмотрел «Ромео и Джульетту», где я уже знакомился с артистами. И это очень хороший уровень, достойный уровень, и это очень интересно, очень колоритно, потому что мы несколько другие. Да. Это очень интересно. Скажите, и какого числа состоится премьера? Премьера будет непосредственно сегодня. Сегодня? Да, сегодня у нас число, я не помню. 21 мая. 21 мая, Приглашаем всех в театр оперы и балета. Да, Алексей, вас мы благодарим за то, что вы сегодня пришли. Желаем вам, чтобы премьера прошла на ура. Ну и, конечно, приглашаем наших зрителей посетить премьеру. Да, спасибо, будем ждать. Спасибо вам. Хорошего дня. Отличного вечера. А сегодня музейный гид познакомит нас с работой Виктории Осмёркиной. Художник-живописец не так давно гостила в нашей республике, в частности в Национальном художественном музее, в собрании которого и хранится весенняя работа автора. Виктория Осмёркина, художник-живописец, каллиграф, член Союза художников России, Московского союза художников. Родилась в семье художника и правнучка художника Александра Осмёркина. Она яркий представитель Московской школы живописи. Самобытным является то, что Московская школа отличается живописностью. И для художников этой школы цвет – это суть, это страсть, это традиции, это предмет изучения и поклонения. У Виктории Осмёркиной свой собственный, очень яркий, красивый художественный язык для отражения картины мира. Она пишет свои картины уверенными, такими твердыми, яркими, черными контурами на плоскости рисунка, и который составляет ритмическую организацию холста. Каждый предмет в ее натюрморте, он очерчен контуром, и как скульптор лепит свою форму. Эти яркие цветные пятна, как в витражах, и дробление частей, и опять их сборка. Такая очень сложная конструкция в ее работах, как в абстракции, очень красивой, но с сохранением узнаваемости образов. Каждый ее натюрморт – это такой диалог, наверное, да, диалог с природой, с цветом. И вот об этой особенности уникальной говорил ленинградский искусствовед
что это бьющий через край восторг живописного жизнеощущения. И помимо вот этих мазков, линий, цвета и цвета, конечно же, ощущается в ее работах такой трепет, душевное напряжение и чистота ее помыслов. Доброе утро! 21 мая, на календаре пятница. Друзья, но буквально через некоторое время мы с Катериной окажемся на крыше вместе с нашими музыкантами, поэтому я предлагаю напомнить нам о прогнозе погоды на сегодня. Да, чтобы не замерзнуть, да? Итак, сегодня в центральных районах температура воздуха утром на 6 часов утра составила 3,5 градусов тепла, в заречной группе 1,7 градусов тепла, в южных 0-2, в вилюйской группе -3 плюс 3 градуса, в нижнеленских 2,3 градусов тепла, в западных 0-2, в Колымы-Дигирской группе от -3 до +5, в Янских -1 плюс 2 градуса, на северо-западе 3-4 градуса мороза. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила +6 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем в столице преимущественно без осадков. Ветер подует северный со скоростью 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 13-15 градусов тепла. Ну, как и обещали, мы нашу передачу заканчиваем на музыкальной ноте. И в необычном месте сегодня, прямо сейчас у нас на крыше музыкальная группа Звукорайзен, прошу прощения, в составе группы Екатерина Поскочина, Максим Поскочин, Семен Марков, Павел Назаров и Ренат Максутов. Звукорайзен играет свою авторскую музыку и перепевает популярные хиты. Группе всего 3 года, но профильное образование музыкантов, энтузиазм вывели их на площадке города. В 2020 году группа написала песню «Город родной», которую они сегодня нам представят. Это песня про город Якутск в современном стиле. Напоминаю, да, наша группа сейчас находится на крыше. Итак, мы слышим песню. Укрывшись этим первым снегом, ты дышишь и живешь мечтой. Одеты твои улицы серебром. Когда не так и сердце ноет, а день похож на темную ночь, мой город унесет эти мысли прочь. Я так люблю тебя за это, неповторимый город мой. Мы улетаем с тобой в лето, я больше не расстанусь с тобой. Где нам хорошо, любимые люди и город родной. Жаркое лето, сухая зима, может лучше там где-то, но не для меня. Я так люблю тебя.